уважаемые члены делегации, позвольте приветствовать вас и выразить искреннюю признательность за принятие ряда два раунда межмировских политических консультаций, твердых намерений развивать и укреплять союзники ратификационными грамотами по договору. Президента Таджикистана в Российскую Федерацию и палаты Федерального собрания Российской Федерации, председатель для дальнейшего укрепления наших союзнических отношений. Позже состоится встреча с молодыми дипломатами. Разумеется, мы говорили о вооруженном конфликте на востоке Украины. Мы едины в необходимости прекращения кровопролития и немедленного начала переговоров с тем, чтобы выработать общеприемлемые для всех граждан и для всех регионов Украины решения. Россия будет продолжать делать все, что от нас зависит, для того, чтобы способствовать созданию необходимых условий для этого, условий для выполнения и Женевского заявления от 17 апреля, и резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, реализация которых сейчас сталкивается с искусственными препятствиями. Поэтому, когда мы слышим на фоне вот этих вот очевидных фактов призывы к России обеспечить доступ международных экспертов на место катастрофы, у меня просто не остается никакой другой реакции, кроме как предложить, чтобы Совет Безопасности принял резолюцию, если они уверены, что только Россия может это сделать. Пусть примут резолюцию Совета Безопасности, приглашающую Россию развернуть там свои миротворческие силы и обеспечить периметр безопасности вокруг места катастрофы. Если уж ничего другого с киевскими властями сделать невозможно. Аккуратно.